Рассчитаться за услуги ЖКХ теперь можно будет до 15 числа следующего месяца после расчетного. Дата направления квитанций тоже сдвинулась с 1 на 5 число. Вопреки мифам, распространяющимся в социальных сетях, пени по-прежнему будут начисляться только после 30-го дня просрочки. Например, с 1 по 30-й день просрочки пени не начисляются. Если вы не оплатили за жилищно-коммунальные услуги за февраль месяц, в период с 16 марта по 15 апреля пени не начисляются. Но с 16 апреля начнется их расчет за каждый день просрочки по ставке рефинансирования 1/300 ставка банка. Тема ЖКХ для якутян в последние годы стоит остро. Но своего пика она достигла в конце прошлого года, когда жителям Сунтарского и Нюрбинского района пришли ошеломительные счета за электроотопление. В отдельных случаях квитанции доходили чуть ли не до 100 тысяч рублей. Льготный тариф он у нас рубль 52. Это льготный тариф первого диапазона. И он применяется только для жилых помещений. В ходе инструментальных обследований домохозяйств комиссией было выявлено, что очень много дворовых хозяйств используют электрическую энергию для обогрева гаража и других подсобных помещений. Тем не менее, после инцидента Госкомцен республики пересмотрел нормы. Сейчас диапазон, на который действуют льготы, расширен до 7020 киловатт-час. В ведомствах республики четко обозначают: даже если вы не успели передать показания и оплатить квитанции вовремя, система подсчитает, сколько энергии вы потратили. Расчетная система автоматически определяет средний ежедневный расход энергии за весь период. Общий объем потребления электроэнергии делится на количество дней периода. Исходя из этого среднего показателя рассчитывается ежемесячное значение энергопотребления, то есть за ежедневный расход умножается на количество дней месяца. Общее потребление равномерно распределяется между месяцами. Разберемся на пальцах. Предположим, что в силу обстоятельств вы не смогли оплатить счета за 4 месяца подряд. При этом поставщик услуг посчитал примерный расход на основе прошлых показателей. Наконец, вы передали реальное потребление, скажем, 20 тысяч киловатт-час, что выходит за первый диапазон. Но не стоит переживать, ведь в среднем за месяц вы израсходовали 5000 киловатт, что укладывается в льготу, и сумма, которую вы заплатите, будет не такой внушительной. Нужно отметить, что льготный диапазон в республике разнится. Например, в так называемом западном энергорайоне, где люди отапливают дома электрокотлами, диапазон шире, как раз те самые 7000 киловатт-час. А в Якутске, где население использует электричество не так много, он ниже – 1200 киловатт. В любом случае, мартовские изменения в оплате ЖКУ не сильно повлияют на нашу жизнь, тем более исправных и дисциплинированных плательщиков. Эржена Гармаева, Нургун Старостин, Якутск.